Творение наших зодчих ингушские башни восхищает взор каждого, кому удалось их видеть. Поведать через них историю родного края решила и Тамара Чиниева в своей поэме «Слушай тишину». Любой из нас навскидку назовет Пизанскую или Эйфелеву башню. Ведь со времен столпа, что в Вавилоне задумали построить, их немало, повсюду устремлялось к небесам. Немногим, к сожалению, известно, что и у нас на Северном Кавказе есть целый комплекс башен, что могли бы по красоте соперничать с любым шедевром мировой архитектуры. Творческая работа, отправленная на всероссийский конкурс «Краеведы России», заняла первое место в номинации «Этнография». Победа для женщины стала приятной неожиданностью, ведь работы отправили участники из 55 регионов страны по самым разным направлениям. По направлениям очень широкий. От истории, географии, топонимики, топографии, искусствознания, в общем, какое только направление. Они в довесок еще и позвонили, поблагодарили за участие, сказали, что вот Ингушетия в первый раз принимала. Они, тоже рады тому, что география их конкурса, она как бы расширяется, что с каждым годом все больше регионов участвуют. Поэма изначально была курсовой работой, которую поэтесса переложила на стихи и включила в один из 3 изданных сборников. Она давно вошла в список любимых произведений и Мари Чадиевой, коллеги Тамары. Та и подтолкнула ее принять участие в конкурсе. Честно говоря, я не ожидала, что мы победим, но я знала, что работа достойная, что она очень ярко, красочно раскрывает тему данного конкурса. В России на самом деле не так многие знают про наши башенные комплексы, про нашу культуру, про наши традиции. Прочитав эту работу, они хоть как-то станут ближе к этому, хоть чуточку ознакомиться с этим всем. Поэтесса, заслуженный работник культуры, член Союза писателей России, член Союза журналистов России. А пересчитать свое участие в самых различных конкурсах для Тамары Чиниевой задача не из простых. Эти дипломы и грамоты, украшающие стену, лишь половина полученных наград. Участие в конкурсах дает ей стимул развиваться в своем направлении и дальше. Конечно же, я считаю, что человек должен быть постоянно при каком-то деле. Это обязательно. Я и детям своим пытаюсь привить любовь к одному делу, может быть, но такую очень сильную, потому что я считаю, что если занимаешься чем-то, то надо делать это дело хорошо. Основная цель всероссийского конкурса – популяризация исторического наследия малой Родины, поэтому Тамара Чиниева вместе со своей коллегой радуется победе неспроста. Они очень надеются, что небольшой, но живописный ингушский край, башенный легенд откроет для себя немало жителей страны. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.